Меньше месяца остается до выборов президента Российской Федерации. О подготовке к важному политическому событию поговорим сегодня в программе «Интервью» с членом Центра избиркома России Евгением Шевченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Александрович, итак, один из первых проектов «Информ-Уик» уже запущен. Что это за проект? На первый взгляд кажется, что это обычный подомовой обход. 17 февраля по всей стране, во всех 89 субъектах Российской Федерации начался проект «Информ-Уик». Задача этого проекта – рассказать о предстоящих выборах, о том, когда они состоятся, кто кандидаты, а также рассказать о возможностях избирателей проголосовать на избирательном участке, через мобильный избиратель, на дому и, собственно говоря, узнать, насколько наши избиратели готовы идти на выборы. У нас в выходные дни этот проект был запущен, и сейчас по республике порядка 25% домовладений уже были охвачены нашими коллегами из участковых избирательных комиссий. Открываемость дверей составила 74%, и, собственно говоря, двери были открыты, и диалог с представителями избирательной системы состоялся. Должен сказать, что порядка 87-88% избирателей сказали, что пойдут на выборы. И порядка 7% сказали, что скорее пойдут на выборы. То есть путем математических моделей можно сказать, что на выборах 15, 16 и 17 марта, с учетом неоткрытых дверей на сегодняшний день, порядка 84-87% жителей республики придут на избирательные участки и проголосуют. Ну и еще, я об этом уже упомянул, обходчики, члены избирательных комиссий имеют с собой бланки заявлений для того, чтобы можно было, если у избирателя есть такая необходимость, подать заявление в рамках мобильного избирателя и для надомного голосования. Расскажите еще о таком проекте, как мобильный избиратель. Мобильный избиратель у нас используется, и мы это разработали в 2017 году, и впервые на выборах президента Российской Федерации применили его в 2018 году, когда более 5 миллионов 700 тысяч человек, жителей различных регионов нашей страны, смогли проголосовать не по месту своей прописки и регистрации, а там, где им удобно. То есть для этого нужно подать заявление через единый портал госуслуг, через многофункциональный центр МФЦ, через территориальную или участковую избирательную комиссию. При этом автоматически ты будешь откреплен от того избирательного участка, к которому ты прикреплен по месту своей прописки и регистрации, и прикреплен на избирательный участок, где тебе удобно голосовать в любой точке как республики, так и за ее пределами, в другом субъекте Российской Федерации. Очень удобно. Напомню, что в 2018 году более 129 тысяч жителей региона, жителей Башкирии, у нас такое заявление написали, и 80, почти 3% из них проголосовали. То есть это очень высокая явка, выше, чем по России, и одна из самых высоких в Приволжском федеральном округе. Евгений Александрович, будет ли такая возможность, как голосование вне помещения, голосование на дому? Конечно, это очень удобно, и наши коллеги из Информ-Уика спрашивают, удобно ли избирателю проголосовать на участке или на дому. Если ему удобно проголосовать на дому, то избиратель заполняет соответствующее заявление, и в один из дней голосования, 15, 16 или 17 марта, члены избирательной комиссии вместе с наблюдателями к нему придут, и избиратель может сделать свой выбор. Но спросите вы, а если в рамках Информ-Уика человек не хотел проголосовать на дому, а потом у него такая необходимость возникла? Пожалуйста, это тоже можно сделать до 14 часов 17 марта. То есть практически за 6 часов до закрытия избирательных участков. Можно это сделать, написав соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию или позвонив в участковую избирательную комиссию. Причем можно это сделать не только самим, но и через родственников. Все равно заявление избиратель напишет, и по заявлению ему выдадут бюллетень и дадут возможность проголосовать на дому. Планируется ли видеонаблюдение? Я еще один маленький момент скажу, что вот в рамках Информ-Уика, который у нас идет вот по тем 25% открытых, посещенных домовладений,
порядка 17-20% избирателей высказываются о том, что хотят проголосовать на дому. Это тоже очень важно, и такая возможность им будет дана, потому что заявление этим избирателям уже написано. Что касается видеонаблюдения, конечно же, с 2012 года, по предложению нашего президента, видеонаблюдение является неотъемлемой частью избирательного процесса. И в этом году на всех стационарных избирательных участках республики, а у нас их в Башкирии около 3300, будут установлены средства видеонаблюдения и видеофиксации. И мы говорим о профессиональном видеонаблюдении. Члены участковых избирательных комиссий, члены территориальных избирательных комиссий, избирательной комиссии субъекта федерации, Центральной избирательной комиссии, представители Общественной палаты России, Общественной палаты Башкортостана, уполномоченным по правам человека в России, уполномоченным по правам человека в республике будут иметь возможность смотреть, что происходит на избирательных участках. Ну, ровно как и представителей партий, кандидатов, выдвинувших их в президенты Российской Федерации. Во многих регионах России будет организовано дистанционное электронное голосование. В этом году на выборах президента Российской Федерации в 29 регионах будет применяться ДЭК. Но мы не расширяем ДЭК в этом году, потому что в этом году мы разрешили использовать эту форму голосования только в тех регионах, где ранее она применялась, на федеральных, региональных или местных выборах. 28 регионов голосуют через единый портал госуслуг, и Москва голосует на московском портале госуслуг мост.ру. Что касается республики, нашей республики Башкортостан, то ДЭК на выборах президента применяться не будет, но я не исключаю, что позже, на следующих выборах, дистанционное электронное голосование может начать применяться. Приведу пример Москвы, когда они начали проводить дистанционное электронное голосование на небольших муниципальных выборах в 2019 году, а в прошлом году на выборах мэра Москвы из примерно 3 миллионов 300 тысяч избирателей, которые приняли участие в этих выборах, 82,6% проголосовали дистанционно электронно. То есть это очень высокий показатель. И еще, мы говорим, что ДЭК – это возможность проголосовать. То есть это не заменяет стационарный избирательный участок, который наравне с ДЭКом в тех регионах, где применяются, будут открыты и будут работать. Ну и наверняка будут по-прежнему применяться КАИБы, это комплексы обработки избирательных бюллетеней, к которым мы уже привыкли. Конечно, КАИБы будут применяться, ровно как будут применяться и QR-коды для защиты протоколов об итогах голосования. КАИБов у нас в республике около 300, и будут они расположены на самых крупных избирательных участках, где голосует большое количество избирателей, ну прежде всего в Уфе и Стерлитамаке. Но что касается QR-кодов, которые, с одной стороны, защищают протокол от подделки, а с другой стороны, позволяют максимально быстро его ввести в систему ГАЗ-выборы, то он будет применяться на 100% участках, стационарных участках, ну, за исключением тех участков, которые будут образованы в СИЗО, в больницах, санаториях, в аэропорту города Уфа, в железнодорожных станциях. Евгений Александрович, когда будут напечатаны бюллетени и как их можно отличить от подделок? Ну, очень много степеней защиты, которые заложены в самой технологии печати избирательных бюллетеней. Плюс будет специальная марка наклеена на этот избирательный бюллетень. Плюс еще одна степень защиты – это печать участковой избирательной комиссии, подписи не менее 2 членов этой участковой избирательной комиссии. То есть бюллетень будет абсолютно защищен. Как его бумажная версия, так и марка, которая тоже будет иметь определенную степень защиты. Но, конечно, подписи лиц и печать участковой избирательной комиссии тоже уникальная вещь. Поэтому вот таких 4 блока защиты на избирательном бюллетене будут, и поделать их невозможно. Даже пусть не пытаются никто это сделать. Чем предстоящие выборы в марте президента России будут отличаться, может быть, от предыдущих аналогичных политических событий? Выборы президента Российской Федерации – это главное общественно-политическое событие на ближайшие 6-летия, и поэтому очень важно, чтобы все жители нашей страны, жители республики пришли на избирательные участки, проголосовали на дому, воспользовались возможностью мобильного избирателя, проголосовали, если они не будут по месту своей прописки и регистрации находиться
воспользоваться этой возможностью, проголосовали в другом субъекте федерации, в другом населенном пункте республики. Потому что определяется наше будущее. Определяется будущее не только нашей страны, но и всей политики на планете Земля, не побоюсь этих громких слов. Поэтому идем на выборы, голосуем за того кандидата, который больше понравится тому или иному избирателю, и голосуем за нашу страну, голосуем за Россию. Спасибо огромное, Евгений Александрович, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Спасибо. Напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.